Среди приоритетов в работе правительства региона Махмуд Али Калиматов выделил недопущение каких-либо задержек по социальным выплатам и продовольственного коллапса. По его словам, стоит задача тщательного анализа вероятных сценариев развития экономики республики в продиктованных условиях. Правительство России принимает целый пакет антикризисных мер, которые мы в Ингушетии должны использовать во всех сферах деятельности. По отраслям экономики и социальному блоку, отметил он, открывая совещание. Полагаю, что вы внимательно слушаете президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он подробно с правительством, с каждым министром обсуждает эти вещи. Мы также, как и преодолевали трудности и предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Это говорит наш президент. И все, что мы должны сделать, преодолеть эту ситуацию, вызванную санкциями. У нас в основном, все, что мы можем заменить. Только министры должны, правительство и федеральные структуры помогать. В любом случае мы окрепнем и выйдем с этой ситуации. И я убежден в этом. Глава также подчеркнул, что федеральным центром для сельского хозяйства создаются дополнительные благоприятные условия, которые важно использовать. В текущем году предусмотрено бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки в размере более 375 миллионов рублей в агропромышленной отрасли. На сегодняшний день в республике остро стоит вопрос строительства овощехранилища. При этом ведется работа по сдерживанию роста цен. Составлен график проведения еженедельных продовольственных ярмарок с 12 марта по 29 апреля текущего года во всех районах республики. На этой платформе, по данным Минсельхоза Ингушетии, предоставляются местные продукты по ценам ниже рыночных на 15-20%. Сейчас, я думаю, каждый житель республики, подумает, что надо, вот мы говорили про усадебные участки, картошку. Все, что можно сажать. То, что мы можем сделать, это надо. И пример должны показать. Все решения правительства, постановления, распоряжения надо мониторить каждое утро. Каждое утро. И там много что сделано. Еще раз подчеркиваю, школы, больницы, пособие кто получает. Все должны об этом думать. И анализ, значит, это указание я даю прямо правительству, значит, анализ до июня месяца включительно. Мне полностью распишите, каждый министр, значит, и у вас должен быть алгоритм, план. План берите, распишите его еженедельно, ежедневно, как хотите, но июнь месяц включая, берите прям вот системно, вырабатывайте, и до июнь месяц включительно, чтобы мы понимали, каждое министерство, что мы должны делать. Цену на процентов 20 снизили. У нас суббота-воскресенье теперь ярмарки. Значит, прошу вас, глав, особенно, Владимир Ильич, соберете, значит, указания прям, берите и, значит, конкретно, чтобы ярмарки проходили. Условия создавать, да. Мы сегодня, вы знаете, контрольно-надзорные органы, я полагаю, понимают сегодняшнюю ситуацию, где можно там предостережение, предупреждение, то есть формы, у вас же есть формы эти. И наоборот, работает с правительством. Это должна быть системность. На дороге стоят, торгуют. И я к чему говорю? Пусть торгуют. Но ты, милый мой, цену-то, куда ты ее задираешь-то? А почему вам говорю, у нас особенно начнется это, когда мы подойдем в Махбут Хакач. Ну, фалдиш говорят. Ай, Махбут Хакбаш, разве так можно делать, а? Кроме того, на встрече было дано поручение оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в нынешней ситуации. При этом стоит отметить, что представители бизнеса, реализующие инвестиционные проекты в регионе, продолжат деятельность при поддержке республиканских властей. Особенно важно обратить внимание на малый и средний бизнес. Особенно. Значит, в этой части у нас приезжал банк МСП, мы с ним встречались, очень хорошая встреча была и помощь была. Но, Владимир Ильич, конкретно нужно одно, и Олег Борисович, одно
одну вещь. Значит, вот там, чтобы вот ненадлежащие лица, с всякими справками, идите прямо, вот смотрите, есть у него участок или нет. И чем занимается он чем-то или нет. Не дай бог, копейка хоть уйдет, человек заслуживает, выезжайте. Выезжайте, подтверждайте, что есть, и давайте им. С каждым беседовать и помогать реально. Особенно вот продукты, конкретно малый и средний бизнес, особенно, который по продовольствию, все взять на контроль. Мы будем им помогать. Естественно, сейчас малый и средний бизнес, он избавлен от многих контрольно-надзорных проверок в части, да? Знаете, инвестиции к нам идут, нам верят. В республику, вот у нас, я вам говорю, идут и хотят открыть одно предприятие, второе, третье. Инвестиционный климат у нас хороший. Посмотрите, анализ сделайте, ниши, которые можем мы заполнить. Что мы можем заполнить здесь? Олег Борисович, давайте садитесь. Посмотрите в части айтишек. У нас очень продвинутые молодые люди. Соберите их. Продукцию какую они могут дать-то? С университетом переговорите. У нас хорошие ребятки. Создайте им условия. Все возможные ниши, которые у нас не заполнены, Золотанов, не заполнены. На сегодняшний день, где мы можем это сделать, если мы пойдем, какую-то субсидию дадим, или пойдем навстречу, или выделим помещение, или выделим землю, я не знаю. Помогайте им. Если он какую-то продукцию из перечня, которой у нас, например, нет, вот Олег Борисович сейчас конкретно должен этого сделать, должны мне. Чего у нас нет? И надо это сразу, можем ли мы эту нишу заполнить? Что для этого нужно? Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин в своем докладе сделал акцент на те направления экономики, которые требуют особого внимания. Страна наша столкнулась с новыми вызовами, которые необходимо достойно преодолеть. В этих целях на федеральном уровне предпринимаются все необходимые меры для максимальной стабилизации ситуации по всем ключевым направлениям. Малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс. Наша задача, как и всех регионов, оперативно включаться в работу и приступить к решению первоочередных задач. Используя запущенные на федеральном уровне механизмы, сделать это нужно быстро и эффективно. Прежде всего мы должны исполнить все социальные обязательства перед людьми. В сфере сельского хозяйства важнейшее направление – поддержка сельхозпроизводителей. Нам важно обеспечить взаимодействие с Минсельхозом России, чтобы республика приняла максимальное участие во всех финансовых программах. Необходимо своевременно реализовать комплекс мер по началу посевной кампании, закупки удобрений, горюче-смазочных материалов и ускорить введение бюджетных средств по господдержке до сельхозтоваропроизводителей. Для этого предусмотреть возможность авансирования в случае необходимости внести изменения и в порядок предоставления средств. Следующее. Всем министерствам и ведомствам следует оперативно отслеживать введение новых мер поддержки на государственном уровне. Оперштаб создан для оперативного решения вопросов. Инструменты разрабатываются на федеральном уровне, но и на нашем региональном уровне необходимо быстро включаться в эту работу. Отдельно на заседании была рассмотрена сфера строительства. В Ингушетии на стадии реализации находится значительное количество вступающих в строй и возводимых социальных объектов, для которых необходимо обеспечить продолжение начатых работ и сдачу их в эксплуатацию. Значит, каждый рубль бюджета Республики Ингушетия должен быть в зоне внимания правительства и Минфина. Значит, по объектам. Никто не снимает ответственности по объектам. Никто. Внимательно я слушал Хуслулина, внимательно читаю бумаги. Значит, смотрите, по вашей вине министерство, по вине главы администрации, если произойдет сбой, значит, попрощайтесь с должностью. Особый контроль возьмите, потому что это социальные объекты. Тем более на них выделены средства. И если там вы не затянете что-либо по вашей вине министерству,
протоколе прям запишите, значит, чтобы они председателю правительства докладную писали каждые 10 дней, каждую декаду. Владимир Ильич, один раз в месяц мне о ходе строительства, сдачи, приемки. Если вопросы возникают там МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзоры, вот эти все федеральные структуры, вы должны понимать, если есть, конечно, грубейшие нарушения, надо в это не просто вот запретить, а чтобы это шло тоже представителю правительства. Вы меня не подведите. Если каких-либо независимо от вас форс-мажоры или что-нибудь, тогда все равно докладывайте. Но планово, если вы там не досмотрели, видите ли, вы там думали или не додумали, отвечать будете вы. Реализуя определенную трансформацию экономики региона, для ответа на санкционные ограничения предстоит решать задачу замещения товаров и услуг из-за рубежа товарами и услугами местного производства. Введение санкций позволит нам активировать производственные мощности и отказаться от продовольственной зависимости, показатель которой пока у нас остается высоким, добавил в заключении глава республики. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.